Самое страшное, что эти поддоны просто плавают на воде. На первом этаже никто не живет. Жильцы свои квартиры бросили. Вот так вот наступаешь на поддон, столько воды. Уровень воды в аварийном доме по улице Пионерская местами выше колена. Хоть как-то передвигаться по подъезду помогают лишь такие шаткие сооружения. Удержаться на этих плотах довольно сложно. И если неправильно ступить, можно получить серьезные травмы. Так и случилось с Вероникой Батуевской. Я недавно упала 24 числа. Хорошо был рядом со мной сын. Помог мне вылезти. Я наглоталась этих вод. И ушибла сильно руку, наложили гипс. Вот таким насосиком я откачиваю. Потому что остальные насосы очень дорого стоят. Некоторые собственники борются с талыми и канализационными водами таким способом, сливая в ближайшую трубу. Если так не делать, полы в квартире полностью уходят под воду. И вот так вот затопило по самому. По следам на стенах квартир первых этажей видно, как сильно затопило в этом году дома. Чтобы как-то спасти мебель и технику, жильцы подняли вещи повыше, но и это не помогло. На протяжении нескольких дней уровень воды не опускался. Как следствие, везде образовался грибок. Смотрите, что делать. Пионерскую 20 затопили. Качают с соседних домов. Не желая терпеть всего этого, они решили сливать воду через дорогу во двор соседей. И между ними разгорелся нешуточный скандал. По их словам, управляющая компания не отправляет им машину. Поэтому они посчитали, что это их единственный выход. Зачем вы ко мне теперь качаете? У вас дом стоит на сваях. Вам сейчас отправят фекалку. Вы что, обнаглели, что ли? Фекалку. А почему вы себе-то не вызовете ее? А потому что нам говорят, что мы никто, что у нас дом ничто. А мы... Как рассказали в управе строительного округа, такая ситуация сложилась из-за того, что насосная станция водоканала не справлялась. Поэтому аварийные дома стало сильно топить, и вода долгое время не уходила. К вечеру эта ситуация стабилизировалась благодаря тому, что насосная станция заработала. И в настоящее время насосная станция работает в штатном режиме. Дома не топят. Только по строительному округу ежедневно под воду уходило по 10 домов. И буквально только прошлой ночью был откачан последний дом. На сегодняшний день под особым контролем находятся 4 многоквартирных здания. На помощь управе в прошлом месяце было прикреплено Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас они совместно работают над откачкой вод с квартальных территорий, дорог и частного сектора. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Джулс Иннокентьев, Якутск.